Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. В апреле 2016 года в Крыму появился интернет-портал о крымских татарах Crimean Tatars, крымские татары. Над проектом работают бывшие сотрудники телеканала АТР, а главная цель сайта – это сохранение и развитие крымско-татарского языка, культуры, религии. Что говорят создатели, как возник портал, какие проекты были осуществлены и какие трудности возникают, и кто же все же финансирует проект. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Медат Халилов. Доброе утро. Прямой эфир. В эфире радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и в 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и в 12:10 по Киеву, а также на волнах 105,9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926. Бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Вынужденный переезд редакции телеканала АТР и части его сотрудников в Киев нанес весомый удар национальному развитию крымских татар на полуострове. В нынешних реалиях, поскольку вместе с телеканалом полуострова ушли и все его гуманитарные проекты, в том числе и культурные, образовательные и религиозные, они были рассчитаны, собственно говоря, на взрослую аудиторию и на детскую аудиторию, и восполнить этот пробел для тех, кто остается на полуострове, призван именно интернет-портал Crimean Tatars Club, создатели которого видят его как источник информации в современной жизни крымских татар в Крыму, а также их истории, языке, традициях и обычаях. Слоган сайта «Время собирать камни». Древняя философская фраза, история которого берет начало еще из Ветхого Завета и имеет несколько значений. Вот наиболее распространенная ее трактовка это мысль о том, что в жизни происходит все в свое время, и все в жизни переходящее, и все в жизни человека имеет свою причину и следствие, а каждый поступок влечет за собой воздаяние. Crimean Tatars получил в декабре во Львове прошло награждение украинской премии «Высокие стандарты журналистики 2018», и там в номинации за качественный региональный медиапроект именно победил крымский сайт Crimean Tatars. Об этом тогда на своей странице сообщила в Facebook член жюри премии Диана Дуцик. И, собственно, за 2 года работы командой Crimean Tatars было сделано более 5000 публикаций, а количество просмотров набрало более 25 миллионов. Количество аудитории еще полгода назад превысило 70 тысяч человек. И вот, как сообщается на сайте портала, аудиторией являются не только жители Крыма, Украины и соседней России, а также портал набирает популярность в Узбекистане, Турции и Азербайджане. Тем временем я хочу напомнить, что мы в эфире радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц и на волнах 105,9 FM круглосуточно. А также хочу напомнить номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. В эфире радио Крым Реалии. 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Мы продолжаем эфир радио Крым Реалии, и хочу сказать, что в прошлом году в Крыму анонсировали, точнее не анонсировали, а была презентация первого крымско-татарского фильма «Сказки» на крымско-татарском языке, фильм «Хыдыр Деде». И, собственно говоря, давайте послушаем, как восприняли презентацию первые зрители.
Самая главная поддержка – это нашего народа. Мы здесь, мы живы, мы помним свои корни. Это вот прям самая большая поддержка тому, что движется вперед, и я надеюсь, дальше будет двигаться. Очень значимо, что это сказка, и очень значимо, что она для детей, потому что дети – наше будущее, и мы как бы с младенческих ногтей будем воспитывать в детях самое важное – корни. Премьера первого фильма сказки «Хыдыр Деде» – это для всего крымско-татарского народа, я думаю, и не только, это грандиозного масштаба события. И несмотря на то, что мое участие было минимальным, но если каждый из нас будет вкладывать частицу души и хотя бы минимальное какое-то действие, это будет давать силу нашему народу. Да, у нас очень великая культура с огромным прошлым. Нам есть чем гордиться. Нам нужно это все просто восстановить, чуть-чуть почистить и наслаждаться жизнью. Кинокартина была создана на студии Караденес Продакшн, а сюжет фильма отображает жизнь, быт, культуру и традиции крымских татар в XVIII веке. И давайте послушаем, как прокомментировали, собственно говоря, премьеру непосредственно директор Караденес Продакшн Эльзара Ислямова. Для крымско-татарского народа, кроме нас самих, никто ничего, наверное, не сделает. Мы сами должны шаг за шагом делать вот такое достояние национальное. Мы давно к этому шли, к съемке художественного фильма, и здесь важным элементом выступило то, что этот фильм должен был быть обязательно детским. Дети всегда являются нашим приоритетом и будут ими являться, потому что все-таки это приобщение детей к крымско-татарской культуре, к традициям и, конечно же, к крымско-татарскому языку. А вот так прокомментировала замдиректора, собственно, Краймиян Татарсы Караденес Продакшн Лиля Буджурова. Хыдыр Деде, потому что это исконная крымско-татарская легенда. Это Хыдыр Деде, это воплощение доброты, мудрости, справедливости. Почему эта эпоха? Потому что это, можно сказать, последние годы, когда Крым был полностью крымско-татарским, когда каждый ручеек, каждая птичка пела на крымско-татарском языке. И нам очень важно было бы показать вот этот прекрасный, мозаично красивый, разноцветный кусок истории Крыма и крымских татар для того, чтобы мы поняли, что мы потеряли. А сейчас... Крым в центре внимания. А сейчас с нами на связи режиссер картины «Хыдыр Деде» Дилявер Дваджиев. Дилявер, доброе утро, селям алейкум. Селям алейкум, Медас. Дилявер, вот вы стали режиссером первого крымско-татарского фильма «Сказки Хыдыр Деде». Расскажите, пожалуйста, как снимался фильм, какие сложности возникали и какие у вас, как у режиссера, впечатления? Впечатления, конечно, действительно были на высоте. Это нам, как отреагировал народ, и как действительно мы видели на презентации, как аплодировал народ этой картине, нам было действительно приятно, и нам показалось, я думаю, что у нас получилось даже сделать что-то действительно для народа ценное. А какие сложности возникали во время съемки? Все же, как-никак, я понимаю, собственно, я и смотрел фильм, и действительно мне показалось, что съемки были масштабные. Так ли это? И вот какие сложности возникали? Сложностей было, конечно, много. Первым делом, конечно, когда получили сценарий, мы думали, и как бы по сценарию у нас было бы более масштабнее, да, но когда мы начали искать, первым делом, первое, это наши по сложности, это наши локации. Мы объездили, наверное, каждый уголок Крыма для того, чтобы найти какие-нибудь места, где мы можем снять определенные эпизоды, где есть какая-нибудь архитектура, какие-нибудь, даже просто буквально домики старенькие, где можно было соорудить какую-нибудь площадку для снятия каких-то определенных сцен. Но, знаете, где-то, наверное, мы потратили на это месяц, и мы практически ничего не нашли. И приходилось некоторые просто эпизоды снимать, вы знаете, на каких-то таких голых местах и придумывать какие-то определенные там частички элементов, просто находить, и чтобы это все-таки в картине это все было гармонично. Ну,
для этого, конечно, нам помогли наши культурные заведения, где у нас, в принципе, были какие-то такие элементы этники. Это ресторан «Дживаль» и ресторан «Алем», где мы находили эти какие-нибудь уголки, где мы это снимали. Второе, я думаю, что все-таки это финансы, потому что сказка, она подразумевает, ну, должны быть, во-первых, это декорация, во-вторых, это должны быть какие-то, ну, нами придуманные какие-то эффекты, которые должны были быть, находиться, и это должно было, первым делом, какое-то волшебство должно было быть. И я думаю, что у нас как бы получились какие-то элементы, конечно, все-таки отобразить это все, но, конечно, мы дальше пытаемся все-таки придумать это более интереснее, более лучше. Мгм. А сколько по времени длились съемки, собственно говоря, вместе с монтажом, естественно? Ну и все же я задам этот вопрос. Вот какое примерное количество людей участвовало в этом проекте? Потому что я видел промо-ролики, естественно, подготавливаясь к эфиру. Я видел, что там задействована, ну, огромная часть, как минимум, молодежи крымско-татарского народа, именно симферопольской молодежи. И вот расскажите нам об этом. Вы знаете, количество людей, я вам, наверное, число не скажу. Хорошо, перейдем тогда к масштабу и длительности съемок. Масштабу. Длительность съемок, это у нас было 18 съемочных дней, если взять в общей сумме. Вот. Монтаж у нас ушел, наверное, ну, где-то мы, наверное, полгода работали над монтажем. Монтажа самого фильма. Туда включается и композиторская работа, которая делалась нашим Роланом Салимовым, диджеем Бибеком, который действительно тоже так вот тонко каждый эпизодик мы с ним просто вместе рассматривали, и мы понимали, что у нас есть дедлайн, но мы к этому делу просто с ним подходили так трепетно. Вот. И, наверное, все-таки, ну, по масштабу я вам Хорошо, сказал. скажем, какие города Крыма вы посетили во время съемок именно уже? Не в поисках локаций, а именно во время съемок. Какие места Крыма вы снимали? Первым делом мы попали в Бахчисарай для снятия таких масштабных сцен, как Хадырлес. Вот. Есть село, богатое ущелье, где действительно природа такая еще не тронутая, нету домиков, значит, со спутниковыми тарелками и каких-нибудь таких возведенных огромных зданий, да, там пансионатов. Где-то так действительно 360 градусов есть действительно такая чистая, красивая, нетронутая природа. Вот, она сразу нам понравилась. Там же находится поместье Рената, где тоже определенные эпизоды наши были сняты. То есть первым делом мы попали в Бахчисарай, богатое ущелье, и у нас там действительно было снято несколько эпизодов. Также была Евпатория, это ресторан «Дживаль», где мы тоже сняли сцены рынка. И наш, как уже повторюсь, это ресторан «Алем». Вот, для дополнительных сцен нашего села. Ну, в принципе, у нас основные сцены это были сняты, конечно, в Бахчисарае. Вы говорите, что основные сцены были сняты в Бахчисарае, и все же вот у меня напрашивается вопрос, а были ли задействованы локации Ханского дворца? Да, я немножко забыл о нем, конечно, да. Это действительно, у нас есть эпизод, где у нас мы должны быть находиться в Ханском дворце. Мы не верили в то, что действительно мы можем туда попасть. Но когда нам пришлось согласие о том, что мы можем там этот эпизод снять,
Действительно, было очень приятно. Этот эпизод был, наверное, самый интересный, потому что как мы говорим, сами стены помогали нам там. Попасть в Ханский дворец, попасть в ту самую комнату и снять эпизод, действительно, где стены, в принципе, сами уже диктуют эту атмосферу. Вот. Это был очень интересный эпизод. Это, наверное, самый любимый эпизод, который был в нашей сказке. Хорошо, что за эпизод? Поделитесь. Вот. Эпизод наш — это где мы видим нашего, в первый раз уже, можно сказать, по-настоящему нашего хана, к которому пришел наш такой вот герой, как Топалбей. И в общем-то, он, увидев его на этом кресле, он узнал в нем действительно хана, и действительно, упав перед ним на колени, просил о прощении. Собственно, этот эпизод, значит, снимался в Ханском дворце, да? Да. Вот так вот. Ну, хорошо, тогда мы подойдем к завершению уже фильма «Сказки Хыдыр-Дедэ», и я задам вот такой вопрос. На премьере фильма в Киеве, после выхода, собственно говоря, когда уже съемочная группа, собственно, и с руководящими лицами Хараденес Продакшн вышли на сцену, было анонсировано и начало работы, было анонсировано. Во всяком случае, людям дали такую надежду на то, что будет еще один фильм. Вот все же расскажите нашим зрителям, о чем будет фильм, если он будет, и когда начнутся съемки. Знаете, фильм «Сказка Хыдыр-Дедэ» для нас, конечно, ценный продукт, но так как для режиссера я видел в нем своих много ошибок. И наши эксперты, люди тоже это все замечали. Да? Мы просто всегда делаем такую скидку, что это наш первый продукт, где мы действительно себя пробуем. Ошибок в плане технические. Конечно, как режиссеру хочется взяться за следующий какой-нибудь проект, где просто показать о том, что все-таки мы можем еще лучше и лучше и лучше. И, как говорится, и людям, и самому себе, что да, мы сделаем что-то интереснее. Конечно, такое завелось такое внутри. И, как вам сказать, есть такая надежда о том, что все-таки мы, наверное, будем снимать второй фильм. О чем я вам сейчас просто сказать не могу еще, потому что это пускай останется еще таким секретом. Но все же я как журналист должен немного порасспрашивать вас по этому поводу. Вот насколько я понимаю, это была такая небольшая наводка на крымско-татарского героя Алима Айдамаха. Нет. Знаете, по Хыдыр-Дедэ, если взять внутри сценария, то концовка должна быть немножко другой. Это, знаете, такое называется, понятие, такой открытый финал, где мы просто решили оставить кадры на Алима Айдамахе, такую сохранить интрижку. И это был, знаете, как вам сказать, такой ход для того, чтобы закончить фильм и после него оставить какое-нибудь такое послевкусие. Но народ, телезритель сразу начал задавать такой вопрос: когда будет продолжение фильма про Алима Айдамаха? Когда мы заканчивали Хыдыр-Дедэ и когда оставляли такой финал, мы не предполагали, что мы будем снимать фильм Алима Айдамаха. Мы просто оставили такой открытый финал на определенном таком герое. Я могу сказать такое, что этот фильм не будет про Алима Айдамаха. Это будет фильм про тоже значимого для крымского татарского народа личности.
Но это не Али Майдамах. Больше вам сказать пока не могу. Это пускай будет пока не тайной. Хорошо, пусть это остается тайной, но все же я бы хотел услышать, и, естественно, уверен, зрители бы хотели, слушатели наши хотели бы услышать жанр фильма. Это будет очередная сказка, либо же что-то иное? Нет, это, наверное, будет все-таки драма. Это будет драма, это будет биография. Вот. И что-то, наверное, с элементами мелодрамы. Это будет, наверное, все-таки такое, вы знаете, не комедия. Пока мне сказать до конца не могу. Хорошо, потому что примерный... еще пока в разработке. Хорошо, но все же поделитесь с нами примерные сроки начала работы над этим фильмом. Здесь, вы знаете, мы, пока сказать так не можем, потому что у нас еще пока нет четкого сценария. И руководство пока только пообещало, что, возможно, мы приступим к следующему фильму. Но пока старта не было. И из-за этого пока сказать, когда мы будем снимать и сколько мы будем снимать, это еще для нас тоже пока неизвестно. Тогда мы будем ждать этих съемок, и я надеюсь, что вы поделитесь с нами первыми. И все же я задам еще пару вопросов о портале Crimean Tatars. Вы были одним из людей, которые сразу приступили к работе с Crimean Tatars. Как в целом создавался портал? Портал создавался. Вот скажу от себя, да, когда наши руководители, это Ильзара Ислямова и Лиля Куджурова, когда уже были, наверное, последние надежды, уходили вместе, как говорится, с телеканалом АТР, когда оставалось нас тут совсем немного людей, которые еще как-то, знаете, каждый день приходили на работу и при этом что-то хотели делать. И тогда наши руководители предложили, что мы приступим к какому-то такому другому проекту. Это был такой интернет-сайт. Когда, знаете, сначала первым делом, как по мне, казалось, что это где телевидение, а где просто интернет-сайт. Как-то немножечко мелко, да. Наши руководители действительно сделали этот интернет-портал достаточно интересным, емким. И вот сейчас я действительно могу сказать, что я горд, действительно, то, что я работаю на этом портале, который знает, наверное, большую часть уже Крыма и за пределами его. И сейчас, в данный момент, как по мне, он делает успехи. Подписчики, количество людей, просмотров все-таки каждым днем добавляется. И при этом журналистическая награда со Львова в конце декабря этого года. Чох Салнас, большое спасибо, Дилявер. Я напомню, что с нами был режиссер Хараденес Продакшн Дилявер Дваджиев, а сегодня мы обсуждали тему Crimean Tatars и, собственно, фильма «Хадер Деде», который вышел на экраны прошлым летом. В студии для вас работал Медат Халилов. Пишите нам, собственно говоря, предлагайте темы эфиров и всегда будьте с Крым Реалии. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. У меня есть мечта. Это